Mothers Pentunder Mochmai. Везерта Хорс. Конком эфира Оксана политику налаверт ргомный хас. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире общественно-политическая программа «Открытый разговор». Мой соведущий Тамерлан Зуцев, я Мадина Валиева. Тема сегодняшней передачи – сельское хозяйство. И мы представим вам гостей. Алан Маргиев, министр сельского хозяйства. Алан Алборов, президент торгово-промышленной палаты. Ибрагим Икаев, предприниматель. Виктор Шавердов, специалист-эксперт. Добрый вечер. И Алексей Цапаев, генеральный директор винодельни Ирон Сан. Всем вам добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. И вы поняли уже, о чем мы будем говорить. И все-таки мне хотелось бы так коротко, чтобы Алан озвучил ситуацию сегодня, какое в сельском хозяйстве. С твоим приходом, что началось двигаться и в каком виде ты вообще его застал? Пожалуйста. Добрый вечер еще раз, уважаемые ведущие, уважаемые коллеги, уважаемые зрители. Хотел бы начать с того, что сельское хозяйство издавна и традиционно у нас считается одной из важнейших отраслей экономики Республики Южная Осетия. На сегодняшний день основной задачей Министерства сельского хозяйства и в целом руководства Республики Южная Осетия это создание сильной устойчивой базы для обеспечения продовольственной безопасности Республики Южная Осетия за счет собственного производства основных продуктов сельского хозяйства. Ни для кого не секрет, наверное, что на сегодняшний день основная часть потребляемой населением Республики Южная Осетия сельскохозяйственной продукции, она к нам завозится из Российской Федерации. Однако это, скажу так, что республика обладает необходимыми ресурсами и потенциалом для того, чтобы тот объем продукции, который необходим для населения нашей республики, мы могли производить здесь у нас на месте. К примеру, могу сказать, что в частности общая площадь пашни на территории Республики Южная Осетия у нас составляет около 14,5 тысяч гектаров, из которых за последние годы, в частности, вот последний, в 2021 году обработано было около 2600 гектаров. Скажем так, это, конечно, небольшая цифра, но последние годы она, в частности, послевоенные годы, она колеблется в этом пределе. Значительных изменений за последние годы не бывало. За 2021 год, что еще хотел бы отметить, в 2021 году мы наблюдали рост валового сбора по зерновым колосовым, хоть и незначительный, однако рост был, это где-то около 3300 центнеров по сравнению с 2020 годом. На 3300 центнеров больше был у нас валовый сбор. Также увеличение валового сбора у нас наблюдалось в 2021 году по картофелю, а также по фруктам. По фруктам, в частности, где-то на 10 тысяч центнеров у нас валовый сбор в 2021 году он вырос. В целом, если, скажем так, говорить по последним годам, по той ситуации, которая у нас на сегодняшний день есть, опять же, хотел бы сказать, что республика, в частности фермеры, сельхозтоваропроизводители республики, они испытывали большую нехватку в сельскохозяйственной технике. В частности, ГУП «Ирагропромсервис», который находится в ведомственном подчинении Министерства сельского хозяйства, довольно-таки длительное время не обновлял парк сельскохозяйственной техники, за исключением, бывало, что приобретали несколько единиц техники. И вот в 2021 году, благодаря тому, что нас поддержал президент Республики Южная Осетия, нам был одобрен кредит
нам, я имею в виду ГУПу и Агропромсервис, был одобрен кредит в Национальном банке Республики Южная Осетия на общую сумму 62,5 миллиона рублей под государственную гарантию. За счет этих средств ГУПом и Агропромсервис были приобретены 46 единиц сельскохозяйственной техники, ну, основные из которых я перечислю, это в первую очередь зерноуборочные комбайны, значит, бульдозер-корчеватель для раскорчевки земель, картофелеуборочный комбайн, довольно-таки немалое количество разных агрегатов, это и сеялки, и культиваторы, и дискаторы, и плуги. То есть мы сейчас уже все, что было необходимо, мы закупили с этой техникой? Или есть, может быть, что-то еще осталось? Я поясню, да. Значит, но есть еще, можно пояснить еще, вы взяли кредит в этом плане, и как вы будете расплачиваться с этим кредитом? Я отметил, что кредит мы взяли под гарантией государства. правительства. Но все-таки что-то же вы должны оплачивать? Нет, или? то есть кредит погашается за счет средств бюджета. А, за счет средств бюджета? За счет средств бюджета Республики Южная Осетия. Вот, по поводу техники я пояснил, что мы основной упор сделали на зерноуборочную технику в прошлом году, потому что, как вы знаете, как все знают, довольно-таки часто наши фермеры испытывали серьезные проблемы при уборке именно урожая, а также бывали и потери урожая. Чтобы исключить эту проблему, мы первоочередной упор сделали именно на зерноуборочную технику. На сегодняшний день именно по зерноуборочным комбайнам мы практически, скажем так, у нас их в достаточном количестве, да, они имеются на сегодняшний день. Ну, соответственно, надеемся, что земли у нас будут с каждым годом, те площади, которые будут обрабатываться, они будут увеличиваться, соответственно, потребность в них будет, в комбайнах будет опять же увеличиваться, но думаю, что будем в дальнейшем этот вопрос тоже прорабатывать. Также в 2021 году по поводу техники еще хотел добавить, благодаря поддержке со стороны Министерства сельского хозяйства Российской Федерации велась работа с правительством нашей республики и были переданы в дар 6 единиц техники. Это, опять же, один зерноуборочный комбайн, один трактор, 2 зерновые сеялки, 1 самоходный опрыскиватель, разбрасыватель удобрений. Вот, за что, конечно, им огромное спасибо. По поводу остальных видов техники, которые вы задали вопрос, значит, то есть эта работа по обновлению парка сельскохозяйственной техники, она, несомненно, продолжается, будет продолжена. Когда до 2021 года, вы сказали, вот в прошлом году закупили технику, когда на последний раз обновлялся парк? Ну, сейчас точно сказать не могу, но насколько я знаю, насколько я помню, и в 2018, то ли в 2019 году приобретались и трактора, там, по-моему, 3 трактора, и 1 зерноуборочный комбайн также приобретался. Вот, ну, на сегодняшний день, скажем так, особое внимание мы будем уделять именно пахотной технике, то есть нам сейчас, опять же, нужны будут больше тракторов для того, чтобы вовремя, в срок и качественно проводить все необходимые сельскохозяйственные услуги. У меня вот вопрос, вы сказали насчет площади пахотных земель, да, и сказали только, что будет расширяться. На какое вот еще расширение будет? На сколько квадратных километров? То есть увеличилась уже эта площадь на какой-то... Да, значит, вот, планируется как увеличить это все? Потому что в советское время мы знаем с вами, что очень много было все время пахотные земли, обрабатывались, культивировались, удобрялись, и было очень много продукции. А за последнее время просто все заросло. И сорняками заросло, и деревьями заросло. И как вы будете это все проводить? К сожалению, это так и есть, что у нас большая часть тех земель, которые обрабатывались, в частности, наш уважаемый старший не даст соврать, довольно-таки серьезные площади раньше обрабатывались на территории республики. Но хотел бы сказать, скажем так, с некоторым оптимизмом, что вот в прошлом году, в 2021 году, только по Знаурскому району дополнительно, это помимо тех 2600 гектаров, которые были обработаны и засеяны, дополнительно в рамках осенней полевой кампании, посевной кампании было обработано 500 гектаров залежных земель, так называемых. Это те земли, которые не обрабатывались последние несколько лет, некоторые там год, некоторые 3, некоторые 5 или более. То есть я думаю, что в первую очередь это связано с тем, что наши фермеры, сельхозпроизводители увидели, что зерноуборочная техника есть,
парк техники он пополнился, и все-таки у них появилась вот надежда на то, что удастся избежать потерь урожая, и необходимые агротехнические мероприятия будут проводиться качественно и в срок. Ну, давайте будем так говорить, что цыплят у нас по осени считают, да, и вот вся та продукция, которая производится сельским хозяйством нашим в Южной Осетии, вот как вы оцениваете вот эту всю продукцию, Алан? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я хотел, Тамерлан, совсем недавно, находясь в студии, я обещал вам, что запустится тестовый запуск Ленигорского пивзавода. Я хочу вас 31 числа марта, вы приглашены. Попробуем это пиво. Буквально через... То есть сейчас нас люди все смотрят в прямом эфире. Вы приглашаете нас 31 31 марта на тестовый запуск именно. Ленингорского пивзавода. Так точно. А там помимо пива-то что будут производить? Ну, сейчас пока только пиво, а там уже... Алан, главное, не переносите на 1 апреля. Никто не Хорошо, поверит. нет, поэтому и решили 31 числа. Спасибо, обязательно приедем, обязательно. Да, чуть-чуть о планах торгово-промышленной палаты я вам хочу рассказать. Мы сейчас ведем активные переговоры с Федеральной таможенной службой Российской Федерации. Вы знаете, сегодня тяжелое время и для Российской Федерации, и для Южной Осетии. В организации складов временного хранения для нужд наших предпринимателей цель, чтобы мы обеспечили безопасность, накопили товарную массу, чтобы избежали мы скачков таких ценовых. Это для наших потребителей, к сожалению, у нас возможностей нет таких, чтобы и размеры, и температурный режим выдерживали таких помещений у нас нет. Конечно. Поэтому это очень важно на территории Северной Осетии. Скоро мы, я уверен, придем к соглашению. То есть это будет храниться на территории Северной Осетии? Да, именно. То, что касается производителей нашей, я вам и тогда озвучивал, только за прошлый год у нас компания «Южный сад» вывезла на территорию Российской Федерации 950 тонн яблок, чего мы раньше не наблюдали. Вот, компания «Иронсан» винодельня за прошлый год только вывезли где-то 1,5 миллиона бутылок вина. Также и Багьятский наливочный завод включили в свою линейку воду «Дзимар» и нарастили свои объемы поставок до 200 тысяч. Успешно был запуск, запустили мы с абхазскими коллегами переработку, выращивание по переработке форели. Это компания «Экофиш», компания здесь зарегистрирована, это тоже впервые в нашей истории. Вот я считаю, что там динамика со знаком Скажите, плюс. а вот местные производители, например, ну вы сказали вот яблоки, да, вот в этом плане, а вот то местные фермеры, можно их назвать, крестьяне, да, которые у них яблочные сады, они как свою продукцию реализуют? Мелкими партиями мы им помогаем оформлять документы, ну кого-то там 10 тонн, 20 тонн, и они вывозят и успешно реализуют на территории Северной Осетии. Скажите, Алексей, вот вы пользуетесь вот местным производителями, то есть услугами их? Да, добрый вечер. Да. Конечно, мы пользуемся услугами местных производителей, мы принимаем в сезон виноград, как и от крупных фермеров, у которых большие территории посадки виноградника, так и от частников, которые приносят там, от 100 килограмм там, до 300 до 500 килограмм винограда. Мы это какой-то особый сорт винограда? Все подходит? Или, наверное, может быть, там какой-то другой, разный сорт, какой подходит вам? Мы, в принципе, принимаем практически все сорта винограда, но по очередности, скажем так. Начинаем с белых. Если люди заранее приходят, говорят, что у них есть виноград, мы им озвучиваем примерно в какой день принести виноград на анализ. Мы делаем анализ, смотрим, какое содержание сахара в винограде. И уже тогда принимаем решение, на какой день его принимать. Ввиду того, что мы, допустим, принимаем какой-то большой объем. И под этот большой объем принимаем вот, от частников маленькие объемы, там 100, 200, 300 килограмм. Кто сколько сможет собрать. Но этого все хватает вам на то, чтобы производство не останавливалось? Ну, на тот объем, который мы производим, пока еще нету стопроцентной мощности посадок и площадей в Южной Осетии. Но мы работаем над расширением этого, также работаем над расширением площади посадки своих виноградников.
В этом году подготавливать будем, сейчас вот только погода как установится, будем подготавливать землю под засадку виноградников также. И фермеры тоже, вот уже я слышал, кто-то занялся уже возделыванием земли для того, чтобы засадить виноградники. Это как бы вот Алан в подаче вот сюда в этом плане, что он говорит, что будет расширять пахотные земли, да, вот в этом плане. Они тоже будут использованы для вас или как? Ну, у нас земля в аренде, мы сами, в принципе, занимаемся и подготовкой, и всем, как бы, если мы какими-то пользуемся услугами от наших коллег, как бы, то мы заключаем договора, и по договору они нам предоставляют какие-то услуги. Если вы, я так понимаю, сами будете заниматься высадкой винограда, вам нужны будут рабочие руки. Ну, у нас в данный момент есть посадки виноградника, и да, мы привлекаем в сезон местное население, ребят, которые приходят на виноградники, занимаются обрезкой, подвязкой, прополкой виноградников. Агроном тоже у нас местный с Кинвала житель, и вот под его контролем ребята занимаются этими виноградниками. А через сколько лет дает вообще лоза начинает уже давать? Ну, с 3-го на 4-й год обычно дает уже урожай. На 3-й год виноград не собирают, его, если даже он дает урожай, его просто обрезают на стадии завязывания плода и бросают под корень для того, чтобы дать саженцу укрепиться и пустить корни более глубже, чтобы набрать силы. Примерно сколько рабочих мест у вас для, вот, из населения Южной Осетии? Ну, в данный момент у нас постоянных сотрудников от 30 до 35, и также привлеченных по мере необходимости привлекаем ребят за отдельную плату. Вот, работы на виноградниках, это не постоянная работа, да, договариваемся за определенный объем работы, и ребята выполняют. Заказы принимаете уже из России? Сколько вам поставок делать в Россию или как? Ну, у нас, естественно, в принципе, все производство идет от заказов. В данный момент мы даже не успеваем выполнять те заказы, которые нам скидывают, ввиду этой ситуации, что рынок То есть алкоголя... все востребовано, да? Да, очень востребовано. Рынок алкоголя сейчас в данный момент в России очень сильно упал в плане того, что закрылся импорт какой-то части. А И- здесь-то что-то остается, да? Ну, естественно, мы на местном рынке тоже реализуем. У нас во многих магазинах стоит наша продукция. Хорошо В реализуется. ресторанах и в магазинах, да, продукция. Ну, спрос есть, да, как бы для такого Ну, количества больше спрос на населения. домашнее вино. Я так думаю. Не, ну вино, конечно, если брать в совокупности вино и коньяк, то крепкие напитки, конечно, чуть больше идет потребность, чем вина, потому что у каждого дома есть свое вино, и наши вина, я так понимаю, берут в основном на какие-то мероприятия, на праздники, как бы, ну, не для повседневного, скажем так, времяпровождения. Вот у меня вопрос к Виктору Романовичу, к вам вопрос. Охафорстова, Романович, да, то есть вот в этом году, какой будет урожай, на ваш взгляд? Ироноза. Ну, сейчас мана яройден навди хурд. Ири кедорд гифест мана сейрем баважо. Ма колосовойта бойтауй. До середины апреля. Вот уже нормально. Ама ерен нортхорма инна пропашной культурата. Удор до моя гананима мои юнгдер тавай. Так что сорах суюма гескевжени. Романович, да хада говорит, министр сельского хозяйства, вот кашалсты дви, уж хабар. Кашалсты это министра, кашалсты. 2002-2005 был. 2002-2005 ерен дахима гаске фахоздари вавар викод. Уаверте Ну, хоздарсте варват гина. мараста жуди колхозта совхозта. Ма уши колхозта совхозта, олкеман дарди яхи техника. Ма уши техника, обун нумо я 30% тарнай республика. Уисовитун Вачеди умагас. Умагески. Умагески, я 30% нумо най. Оманема, мамма знавр совхоза, уди 20 с лишним тракторта. Комбойта овд, им совхоза. Велите нож фалдароди. Ma hofta inna leingor darofta ma obun стецуз. С темо ю je zažinanez, što
olş ورثة تكنيكا ورثة شي بز ودون olş مخمنة بز شمن اشترت است اما يا بايدا يا أورما جسكا يا زيوفل دربه يا من أنا خالم تراكتور تا هذا تام كاتيجوريسكي بروديو ما خيستار جابيريش ما ده ودتان شيء كود ما مثلا تورتوي ارتا سما سب قطعتا قاسم صوت قطعتا تورتوي ودون إخمادرتان دلتا صورت باورتوي ما فجرتوي ود يدبخستانو جي سيرفيس ما ما فجرت ما افتا ما ندم ده تراكتور توكن مثلا بس كاسم ما слушай هوش قطعتا دون هوش تراكتور تنيسته ما ام يورث ساغودي отхистар олей никоди камевди я не знаю ты спасибо скажи что мы тебе пригнали трактора я слушай я тебе что автобусы гоняю что ли что ты мне говоришь трактора ама сесар сфорка так вот шдар тета окот то велитва ما 100 متر در نوش دست گوته تفسته بازدسته آبان در جیی ولا نبار کوسه این نتا ویپد پاسه میلیونов مشه что толку Хотел пояснить, я бы хотел пояснить, значит, именно вот по тяжелым тракторам, в частности, ну, уж не Холланд танак, а донесте романы чудон, обоне бон махан нак ухте шефадат тавди удо магаскаца бошат такутам, оши так артасте маджа иударна лаве хофта. Удон зарун техника. Зарун десте, Хумана Это Романович какие годы? кайкой Значит, кяне. 2000... Кашазы царкотой Романович каш джурес. это 2005 по-моему шестой Вот примерно в тот период. Я вирозма мана техникой кой кутон вад зохтун заген техника скажем так техника мевкенне кост нелавдженис мана форунше костер шди маше техникал хадер шди اول دورتر در کوسم نه ورسه کلیگاتی ما دورتر در جورم سه من خواست کنم ولدای در ایران جورم اول یخوت در مازر جنن کامباین تل ویاس نول تخسم فلا آبون بون وجه تراکتور تل نخواست کنم سه ما منا کوکوروزا و برچنی کامباین که خونن چاوش کامباین ولیت خیمه نفنده شمینم تاونش نم نورد خورده فلا نفنده شمی ففل در و اوش قطاق در ما اوش قطاق ما در на фермер-то шамай ревнолуй. Мана нефсис манен роводжени. То есть, Алан, в условиях настоящего времени, наверное, все следят за событиями в мире. То есть и то, что цены растут, и абсолютно на все. Надо, наверное, больше внимания уделять сельскому хозяйству, наверное, чтобы производить что-то уже внутри. У вас какие планы? Есть какие-то планы на ближайшие? Значит, на сегодняшний день, ну, как вы знаете, при непосредственном участии президента, правительства республики совместно с коллегами из Российской Федерации разработана программа социально-экономического развития с 22 по 25 год, в которой, в частности, уделяется особое внимание вопросам сельского хозяйства. Коротко скажу, что там предусматривается по направлению сельского хозяйства. Это в первую очередь государственная поддержка наших сельхозтоваропроизводителей в виде предоставления субсидий, то есть возмещение части понесенных затрат на, как по растениеводству, это зерновые, зернобобовые культуры, кукуруза, многолетние насаждения, овощи открытого грунта, картофель, так и по животноводству, это и приобретение племенного молодняка, субсидии на молоко. Также будут субсидии на сельскохозяйственную технику и оборудование. То есть особое внимание будет уделяться фермерам и сельскому хозяйству. Сельскохозяйственной отрасли в целом, скажем так. Ну, давайте кроме фермера спросим тогда. Да. Вот, мы вернемся к этому. Да. Ибрагим, такой скучал, ошь такая, ошь ловарты такой скучал, давай. Костирн, мана, кудзохту хистартовта, костanya planofta uma aguda kunna dat adaman zanu kuisender. Falla questel qawl khotter kutter aguda faznofta teng aktivni arkhoin samay daritter suspimont kanol chi daria khurta boyton ya tlag boyton samay tlag khassa ma magas kotsioz mana kudzokhto khister biranoli ma duar tabuna
بازادیم فقرم تازی مادم یول در نالدستی. ما دو تاش تاوز دخلك شو از ما خدک منن وجه هردک تدو از زلین خبر کنن سنفسیر خبر کنن من تاخت سکلین دست مختارات سودمان فدکتنامی و Гектар ташос тофта. گکتار تنیل داریم است ایوان دست نست ممنون نوچه دست باخم کویتامو نوچه در موسم سنفسیر قوم نوچه در نکولم. Никола Санафсир. ما كم خرزاي سنفسير وش. وای من نتک فورس من ایریده. Madame Hitsod isteme fekost. وای من تا امروز ویچیل در سرم بوم بیره سبون سیوی تکنیکای در نفورس ماست سبون سیوی لکوت کنم. Юфермер Ванамис знал время Бокасамет. Давайте. Пожалуйста, мы посмотрим фермера из Нарвского района. Вот говорим, Россия говорит, дешевле это, ну, я имею в виду зерно, потому что там вносят удобрения, там обрабатывают, естественно, получше, и семена получше. И по 5-6 год, которые вот, это 7. А его надо менять каждые 2-3 года. Его надо менять. Если удобрений будет, у нас тоже, мы тоже, конечно, возьмем по 60, по 50, по 40, хотя бы по 40 центнеров с гектара. Вот тогда будет нормально. И у нас будет дешевле все. Еще у нас надо, нету, где мы, как вам сказать, мельницы у нас нету. Не, вот республика, а у нас ни одного мельницы нету в республике. Понимаете? Это обязательно нужен. Потому что, слава вот уже неделю у нас дорога закрыта, а вдруг что не бывает? А что у нас не должен у себя чем прокормить хотя бы месяц своих людей. Посмотрели, Алан. Вопрос не то, что по мельнице. Вот, подскажите, пожалуйста, вот какой путь идет у фермера? Вот он сказал насчет семян. Кто ему дает семена? Ну, в основном за последние годы семенной фонд Республики Южная Осетия, он очень в маленьком количестве, скажем так, вот обновлялся. То есть в основном это одно и то же зерно, которое из года в год, значит, нашими фермерами высеивается на землях. Значит, мы в прошлом году, благодаря помощи коллег из Российской Федерации, получили, значит, партию ярового ячменя, которую вот мы в ближайшее время будем распределять по заявкам, которые представлены с администрацией районов. То есть важно, я очень, скажем так, хотел бы уточнить, что то количество, которое у нас на сегодняшний день есть, его не хватит на всех. Но в этом году мы его предоставим одним, скажем так, нашим фермерам, сельхозпроизводителям по договорам, по которым они будут обязаны вернуть семенной материал в том же объеме, в котором они его получили, с тем, чтобы мы могли уже в будущем году помочь другим. Вот этот путь имеется в виду, еще раз повторюсь, в этом фразе, что вот вы приобретаете зерно, семена приобретаете. Это Мирлан фермер Ефимович, не известный, Или приобретает фермер у Да. вас покупает? Нет. А Мы мы... не приобретаем зерно. То, что я озвучил, это было передано нам в дар. в дар. Да, это в Да. дар. Вы отдаете его фермеру? Да, мы передаем его фермеру, фермер возделывает его. Да. И Продукция куда уходит? после сбора урожая возвращает нам, значит, полученный семенной материал в том же объеме, в котором, ну, тонну взял, тонну вернул. В А общем, потом куда он свое зерно делает? вот, ну, в основном на сегодняшний день обонебон, наше телегройсен бойдончна фермерта удонан, ну, каше дар хояшам бойда, шамаен тавиногам бозая, каше дар ваяканам бойда, каше дар фосан ваен бойда холлагане, фаламана лаверш форста северта. Кроете хайне. Виу, ну, Ахщак. тенгахщак форста, тенгвазекджин форстау, ну, зевтазекджин мана ش راسته کوسن من یوازده گتل فلدر اما نخواست و دیس ورسه قون خجارات مینیستر دیمه اما باجر تام سیم اول من زاگود زرنوی شکروی هوردم قمر شو اسپیциалиста بان مایویه شفرسته قو شمایی از کوسن کنوی اما
شمای فینم کدو از کوشچین شابیوم تل کوشچینی سوی اما شمای منا نفرمر تنوا بنات کدم رلاسوی ستلک کمرسوی اما از مبونو سوورین استوی مبونو زغون ما خوشافنده اینا کروی در کسکوسا نه الیواتور تدرنن کو نه من نالواور تدر کو شمای یتلک شفکنه نه فرمر ویه ود نفرمر تن سبونو ما آخر منور زاین کنو کشه منو напекарно дар ябону дженрай сынуше манава сад ма по качеству ма по всем характеристикам не будет уступать тем же аналогам. Но для этого нужны удобрения. По удобрениям тоже хочу сказать, по семенам тоже хочу сказать. На сегодняшний день, вот, если фермер соберется приобрести семена в Российской Федерации, да, то есть мы по этим вопросам общались и с торгово-промышленной палатой, и с таможенными службами, и с брокерами. То есть на сегодняшний день никаких проблем в оформлении этого груза для того, чтобы он доехал до Южной Осетии, нет. Единственное, что нужно, ну, как говорится, таможня, есть свои требования, которые необходимо соблюдать. Соответственно, значит, для того, чтобы ввести сюда семенной материал, необходимо оформить фитосанитарный сертификат и сертификат качества, которые предоставляются, значит, таможенному брокеру, который оформляет этот груз, и он спокойно доезжает до Южной Осетии. Другой вопрос по удобрениям. Значит, на сегодняшний день мы с Минэкономразвития, с правительством Республики Южная Осетия прорабатываем вопрос через Минпромторг России, чтобы для Южной Осетии была установлена определенная квота, ну, в частности, пока на текущий год, на 2022 год, для того, чтобы наши фермеры могли ввозить минеральные удобрения. То есть, ну, соответственно, опять же, процедура та же. Оформлять груз надо однозначно. То есть мы от этого никуда не денемся. Потому что кто бы что ни говорил, кто бы что ни обещал, но груз, да, есть требования, таможенные требования, которые необходимо соблюдать всем. Так, по вашим словам, получается, что очень плотно вы сотрудничаете с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, то есть работа, по вашим словам, идет очень плотная работа. Я бы хотела все-таки вернуться к программе социально-экономического развития. Мы прервали Алана, там было очень много интересных вещей, он хотел нам рассказать. И давайте вернемся все-таки к этой программе. Мне очень интересно, вот, что там на ближайшие несколько лет по сельскому хозяйству. И, пожалуйста, ну, как я уже сказал, вот, с 22 по 25 годы, значит, запланирована господдержка фермеров и сельхозтоваропроизводителей в виде предоставления субсидий. Направления я уже обозначил, по которым будет оказываться поддержка. И не менее важный момент, значит, в рамках программы предусмотрена реализация инвестиционных проектов за счет кредитных средств. Львиная доля этих проектов – это проекты именно в сельском хозяйстве. Там у нас есть и животноводческие фермы, там у нас есть… Это крупный рогатый скот. Да, крупный рогатый скот. Есть проект по мелкому рогатому скоту, есть тепличные хозяйства, рыба. Есть форелевое хозяйство, есть предприятия по хранению, переработке и реализации плодоовощной продукции. Вот, ну, вроде бы все перечислил. А тепличное хозяйство как будет развиваться? Ну, это пока, ну, смотрите, Тамерлан, то есть проекты будут реализовывать инвесторы. То есть в программе, скажем так, сидит вот такой проект, как создание тепличного хозяйства. На эти проекты, насколько я знаю, Алан Юрьевич, да, будет объявлен конкурс. Значит, желающие реализовать данный проект, они будут подавать свои заявки в Минэкономразвития, и это уже будет, наверное, комиссия по отбору, которая уже сам суть проекта будет изложена уже в тех документах, которые подадут. Есть два объекта, которые на сегодняшний день вызывают очень много вопросов, и я бы хотел, чтобы ввели нас в курс дела. Это объект, который делали на 500 голов, это Авневский совхоз, можно его так назвать, или колхоз. Ангар для крупного рогатого скота, который стоит сейчас замороженный. И Ростон, который у нас тоже стоит вот в этом плане. То есть, что происходит? Мы их будем запускать? Есть какие-то люди, которые их берут на себя ответственность, что они могут их запустить? Романыч, какой авневес это хажурен фервайт хай? Кьярсту я дехозит тай. Ви яраста же могу достать я нахма. Оманма уж фирма Йолбор. Уберс бенот ники, маже
خلا گرزاین کنای کاربید کناش فوسمه شته آدم در منت سوناره که شده که تمنی بشه مثلا سر رایون تلادیخ کنم یو وستی سرتا По 100 آل голов رایون в ده день. ما یوتر кайдар зонд набой постоянно каме соросты офта. Сам предлагат кутто. И фон жопит не лапуе. Мана догосте Таймуроз, чи дарта. Ма висте стратегический вопрос кое. Вот именно фажурут май мохн хоз догма моват. فلاینا بای قصد گتسل ما یوفته می آرخو دارتر وخی قطعتر. یرم من اردابون یدل مخما نا یوجنی آسیای تریتوریوم گسکه تستوپی sto тракторай. Хави ерен важенча, не важенча, я не знаю. Важенча, Фалхаума штрадар мохма не пайда. Оманма дескектор мидаг. Ни холон схома здх софта. Ма розгамошс кана. Siz man tayinlar nishi. Ama moxma überştir bidirtanay. Ro avaja ya kare karam. Uy qavi yul 300 gektar. Bidir qomo shame kare karam shawa 1 kilometr inna damdar 1 kilometr ma khum kana. Ma moxma ush fodattanay. Yerim mana ورثة ماشیناش کلتیواتور نچافتا او نه هم از راکس بکس کوت من اینترسوات کنه راج فدالوش کست فلا من اینترسوات کنه تکنیکات تر ما وی مخما ну не знаю через пойду конечно Хорошо, вернемся к ангару обязательно. я того хажародил журани дуакори наупитал فلا مخر دك صاحب التدرج دك صاحب التمنولي. Вы помните, Алан, сколько было потрачено на строительство вот этого вот ангара в свое время? Не знаю, какой это был год. Это было очень давно. Сколько нужно на содержание его, чтобы не растащили? Или, наверное, уже растащили? Ну, И к будут сожалению, законсервировали. да, он был законсервирован. Но консервация объект, тоже да. стоит денег. Конечно. Ну, на сегодняшний день там ситуация какая, ну, такая, что, ну, как вы сказали, к сожалению, имеет место и то, что кое-что растащили, кое-что там уже нету в той целости и сохранности, в которой должно быть. Но на сегодняшний день, значит, мы, ну, скажем так, были в поисках людей, инвесторов, которые бы могли на базе вот этого объекта, скажем так, реанимировать его в каком-то смысле. И если не на такое количество голов, которое было предусмотрено на 400 голов, насколько я подеканен, ویا سنه فلا ну обунебун сорто одаймог не хосканам одаймогиме. То есть процедура сейчас на стадии вот согласования договора, по которому он будет там на какой-то период. Человек, да, который... На сегодняшний день есть желающий реализовать этот проект, но опять же повторюсь, то есть если в случае, если даст Бог все срастется и все пойдет по плану, то этот инвестор, он начнет реализацию, ну, не сразу там 400 голов, он начнет где-то со 100 голов, да, и далее уже при нем же, при этом объекте будет и переработка молока, соответственно, потом уже будет, скажем, потихоньку он наращивать, то есть свое производство и, соответственно, и увеличивать поголовье. Но пока на сегодняшний день вот все, скажем так, человек есть, самое главное, то есть уже идет плотная работа с комитетом госимущества по подписанию договора аренды, да, по передаче ему вот этого объекта, потому что, к сожалению, ну вот, как вы отметили, довольно-таки серьезные средства были потрачены на строительство этого объекта. Сейчас точную сумму не вспомню, но серьезная сумма была. 200, наверное. Да, и... Это 200 миллионов рублей? Да, да. Даже больше. Да. Ну вот сметная стоимость, у меня есть данные по сметной стоимости, это было 438 миллионов. 438 миллионов мы построили Но, вот это вот все? Не потратили все на то есть строительство. не все было потрачено, но общая стоимость проекта была Потому что такова. там Я подробно не техника знаю, не какая была там завезена. была ситуация, на чем остановилось все, но факт остается фактом, то есть объект у нас Построили, недостроен, оставили, не объект достроили. недостроен, да, Более 200 недостроен. миллионов похоронены. И, соответственно, на сегодняшний день все-таки на это были потрачены деньги, серьезные деньги, и наша задача, чтобы все это, скажем так, не растащили, не разворовали, а то, что вот у нас сохранилось, на базе вот этого попытаться создать
какое-нибудь предприятие. В Предприятие. частности, в данном случае животноводческую ферму. То есть есть начало уже, да? Есть Ну, человек, да. который Да. может это взять. Да. А Ростон? من اردبون ید خی زخت کروی تخی مرست وش کروی بدی ناگه یفت ما ویفست کوسکا نیش بکوت تا کوسکا نیش بکوت تا شلر شدی چیزی کستایی خورز لب بودی شک بازاروندی رنچن و شویزی نزونه Ой, сослан فلا من просто بفرسوت ما یا شقا و کتقا یه نور سرشم در خورزو فلا وی کوسکا نیش بکوت تا ویفست ناگه یفت کرد شدی واد Викашал задис Виктор Романович. 9-й год, по-моему. где-то вот уже Едмарохастан министр вот там я сеткарен кут там 8-й года начала, Да. по-моему, Совет. А? 8-й года началось. Хастадар. фастадарай сет кут то есть я жибираж дар тароифте я хорс кустам Шайта хяжурен Виктор Романович мох фастама накасам фала касам розма. Обуне бон шуваварис. Ez mog jurem vite khay. Pegogan machganjesh kandar может фене найqava. Специалист ай qoma фено. Чизонеже шедар шух кане. Чизонеже чи дар шедар рафт та мана каш khorz lage koy kanut. Уи мадарн khos kutto mahadak dar zone найзон gadan yema. Уше территория набон куду. Hofta obune bu mog qokana mana na قوون خجارات مینیستراده شلت بوده کوسن چه او دونه فرشه من تریتوریا سخکتام آن کمن در جیبون و دیمران در باندر کنان اشلاگ با اونجا سورتام زابور رایفتام یوردگه کلنه وونگو دی شاستر ماشینا جموس و رالاستام ما توسکای هفته آبونه بونوال کدو واور وی جوره وش کروی لودی بکارنیت خی بکارنیا نیستاد نیستا ما هایت خی محمد اورزاین کنجستم Yerin işçeni. Yerine işçeni. Мана Хорскада کسکوسام جخمنم کوه یو و خاطر دوه شدست ما ولیت ما شدر سل گویمکتما من او کریتا وننج ما چی در بازی واگونو دیما کابینت ما دلدم چی در تما سم چی توت ما دام لابراتوری شی لابراتوری ما خلبا کابیناته ما اشفند بازونم من دامش من قادم جمالی زخستم مدام Bezzi bile bezzi. کلیکاویناج فاگی وی نه وی دام بازم دام نفهمده من از سراز مزخجان نه لابراتوریه شده مزخجه شده من نباز یرا کنجستود او من مزخجست وخیستر نباز شبه مخ منو ما Ne mekat bezzi öde şevin ne kabar. Esas Allah var. ما ارتبرت Ama мне просто Все, Что вопрос. Ростона касается. Да, Да, что к вопросу Ростона. Ростона. Мы же знаем, что этот проект полностью был привязан к компании Евродом. Да, да. Сырье получали напрямую оттуда. Компания обанкротилась, и здесь остались обязательства перед банком. Вот результат мы видим никакого. А есть Вот какая-то насколько дальше есть, да, на сегодняшний информация? день есть информация, что ведется работа, в частности, вот и с руководством предприятия, с тем, чтобы реанимировать производство. Даже скажу больше, вот до того момента, пока предприятие остановилось, ну, прекратило свою деятельность, временно, надеюсь, значит, уже под него у нас в республике некоторые наши фермеры начали готовить поголовье, в частности, индюка. И вот как раз, к сожалению, к тому моменту, когда уже они были готовы его реализовать, завод встал. Вот. Но я к чему говорю, то есть вот такие предприятия, если у нас, надеемся, что упорно мы будем, безусловно, делать на переработку То есть сельскохозяйственной переговоры продукции. уже ведутся, чтобы Да. как-то реанимировать. Да, чтобы работа не в этом стояло. направлении ведется, да. И я говорю о том, что нам, безусловно, в первую очередь приоритетом нужно ставить это предприятие по переработке сельхозпродукции, по хранению, переработке, реализации сельхозпродукции, с тем, чтобы вот к таким предприятиям и по мясному направлению, и по растениеводству привязать наших фермеров. Потому что если будет предприятие работать, вот пример, который нам показал, что Раздон работал, и уже появились люди, которые были готовы вырастить поголовье индюка под этот завод, потому что они знали, что реализация Да. у него будет. У меня вопрос к Алексею. Алексей, вот со стороны, вот вы же объездили практически всю Южную Осетию. Знаете, что можно еще здесь производить и делать, на ваш взгляд, чтобы это получило как бы своего окончательного потребителя? Ну, в принципе, то, что можно здесь производить, здесь и так это производят. И зерновые, и яблоки, и сливы.
выращивают. Не в таких, конечно, объемах, в каких можно это делать, но люди стараются, пытаются. Тепличные комплексы, конечно, это всегда будет востребовано и помидоры, и огурцы. И, во-первых, для местного населения это будет востребовано. Также это, если это будет качественный натуральный продукт, я думаю, в России он будет спросом большим пользоваться. Ну, Россия это хорошо, это, но вот, Алан, вопрос у нас. У нас продовольственная безопасность сохранена или как? Или мы еще не дошли до этого? Ну, до конца, конечно, мы не дошли. То, о чем я говорил, для чего нам нужны склады временного хранения, чтобы мы могли максимально обезопасить. Вы же понимаете, вот представьте, одна дорога была у нас, и есть у нас одна артерия, и то она в зимнее время, посмотрите, в каком состоянии. То есть нам нужно очень работать в этом направлении. Чтобы... Ну, склады это во Владикавказе, все равно их везти Да, надо сюда, а вот здесь, на месте. Это какие проекты, что мы можем сделать, что мы можем придумать, чтобы вот то, о чем говорил Алан обезопасить Таймуразович, себя? вот в этой программе именно есть вот эти проекты, которые... То есть в программе Конечно. социально-экономического развития. Ну, вот те они проекты, есть. которые были перечислены, там, насколько я знаю, Алан Юрьевич, есть и логистический центр, да? Да, и есть логистический, такой это, проект, завод да. снековых закусок, Да, есть там... Вот и я еще вот хотел, Добавь. скажем так, да, не успел сказать в предыдущей своей реплике. Вот по Южному саду хотел более подробно остановиться. кстати. Вот Алан Юрьевич затронул этот вопрос, что в прошлом году они экспортировали 950 тонн яблок. Хочу еще раз, добавить, что на сегодняшний день площадь этого сада она составляет 50 гектаров. Там работает на сегодняшний день постоянно, да, это 50 человек. В сезон сбора урожая, это 2 месяца в году, ежедневно они привлекают 120 человек на сбор урожая. И в этом году они дополнительно высаживают еще 38 гектаров сада. То есть, и, соответственно, и рабочие места увеличатся, и все. Я к чему говорю? То есть, вот на 3-й год посадки предприятие, которое изначально, то есть, грамотно подошло к своему делу, показало такой результат. И я думаю, что это хороший пример для всех. И также это вывозится. Да, все это уже. вывозится. И как к вопросу вывоза тоже хотел бы добавить, что вот это пример того, что если человек хочет вывести свою продукцию, в частности яблоки, там, фрукты, то проблем ведь для вывоза не существует, преград не существует. То есть единственное, самый главный вопрос в том, что частники, наши фермеры, они вывозят маленькими партиями. И, соответственно, вот те затраты на таможенное оформление, которые несут при декларировании грузов, да, они в конечном итоге дают наценку на килограмм, который будет там уже на месте в Северной Осетии. Им это невыгодно получается. А вот если вывозишь большую партию, да, серьезную партию, то, как мы видим, это вполне выгодно и рентабельно. Вот поэтому мы с ними говорили по этому вопросу, предложили им объединить там свой товар. Мы все говорим о яблоках, о винах. Понимаете, вот ситуация какая, что у нас сельское хозяйство начинает работать, все уже делается в этом плане. Торгово-промышленная палата вывозит, это все делается, и он сам производит все полностью. Но продукция-то как до потребителя доходит? Все равно у нас все остается то же самое, что попадают они к тем торговым точкам, которые их продают по той же цене, которые у них обозначены в этом плане. То есть имеется в виду, какая польза для населения, вот все, о чем мы говорим сегодня. Вот он с 2 гектаров собрал за прошлый сезон 7 тонн зелени, да? А какая зелень? За прошлое. Это в ассортименте, там петрушка, укроп, кинза. Куда сдаем? Кинза, Куда да? сдаем? Город Мелостан мохна Кемеdet, на хадак. Вайдарай вахадак. На хадак, вайкуйтон манма. Овощник-то чисто, удун наустроивал. Яр годи, значит, фендог навдима. Удун вайкуйту 600-700 рублей на килограмм. Мохта вайкуйтом 300-350. Mesela довод куйтом 200 рублей. Фараса не есть. 200 рублей Вайдарай не истой. Не есть. Обундар, мы в этой части будем разбираться. Гацелал кивджестам, шамейна хи фермертен, саусловита факуздаруй. По мне буншинова
können Շոս ժրտոմ մենա եֆիրը մի դեպքում խոտել ժրտով օֆտա ֆերմեր մագազին շամay ու շամay od ֆերմեր თან ոսախի կտվազան բոդի բոզորս ոսախի կտվազան բոդի իրստուն օֆտա նեու իուդարմախ շոջնտաս դիուդարմախ ուելդոյցնա կան բոլխարու Я разные монографии. Они за 600 продают, и то 200 лет устроил. Для населения практически мы должны создать все те условия, которые они просто по выгодной цене для себя Через покупают. месяц. Через месяц уже да, будет, гектар да? будем собирать, да. Хорошо, мы все И опять будете продавать его где? То же самое, То, что он здесь не сможет продать, мы ему поможем, чтобы он реализовал его или на территории Северной Осетии, или куда-нибудь дальше. Мы ему поможем в этой части. Вы знаете, вот у меня вопрос, который Роман Ильич сказал по поводу того, что вот хлебопекарня не берет зерно для того, что поклейка не подходит им в этом плане, что не подходит. Вот такая ситуация как бы складывается везде у нас. Вот чувствуется в этом плане, что производитель, который производит свою продукцию, он не может его реализовать так, чтобы ему было выгодно и населению было выгодно покупать у него. И вот этот момент, Алан, я хочу просто поделиться. Есть какие-нибудь формы для того, чтобы наши фермеры спокойно выложили свою продукцию и по своей цене, и по той цена, которая бы устроила и покупателя, и которая бы устроила и фермера, так продавать? У нас на сегодняшний день в республике есть фермерские хозяйства, которые довольно-таки успешно реализуют свою сельскохозяйственную продукцию, своего производства. Безусловно, это их ежедневный, каждодневный кропотливый труд, но и результат есть соответствующий. Есть и в Цхинвальском районе у нас фермеры, есть и фермеры, в частности, вот в селе Эльтура есть Сивкаев Роберт, у нас предприниматель, есть в Наурском районе у нас Гобозов Валан, который занимается крупным рогатым скотом, есть Джоев Рустам, который занимается птицеводством. То есть, и, к сожалению, Хотер Курен Кейна Зохтун Уше фермерте фала Шейте Хержурен. Вся продукция, Сабону, Овайкенен, Мацен, Нише препятствий в имидяг наваем Бойдова. Самое интересное, вот то, что летом я лично сам, вот около маленького рынка, я был таким гордым, когда я купил знаурский арбуз. Вот там производили арбузы, и мне было так приятно, что свое, это все свое. А картофель ты не купил? Картофель, само собой, я всегда каждый год покупаю. Свое, в зарфатку, 100 рублей. По картофелю хотел особо, вот в прошлом году есть у нас наш уважаемый старший Сурен Тедеев, который занимается возделыванием картофеля в селении Эрцу Романич. Тедете Сурена Джабахзулус. Моя шарам был биреват, яхи فدابونای خیستر کار لگو فلوتر نلوه ما آلاز در بایتان بایدا ما республикаян ш картофе мидек ш потребности содаман у май каше дар хойх кан в частности мана фарон тавина каше жер тонуш тавина гай суре ма дар факастастам рзаин кут та жабах картоф эрцуе ма. Хорошо, вот картошку обсудили, виноград обсудили, а мед? Мед. По меду, значит, по меду мы в этом году начали, проводили работу с нашими пчеловодами. Там вроде конференция. Я их несколько раз собирал, да, мы проводили совещания. Нами, Министерством сельского хозяйства, с сотрудниками Минсельхоза была организована конференция. Мы пригласили сюда представителей из Северной Осетии, которые занимаются пчеловодством. Есть такой там кооператив, «Горная пчелка» называется, который успешно реализует свое предприятие по переработке меда. У них есть и своя пасека. Вот, и мы начали с того, что они приехали и как бы в виде семинара объяснили, довели до наших пчеловодов информацию о том, какие плюсы существуют в кооперации. То есть по одному труднее работать, нежели вот они объединят усилия, да, и каждый для себя возьмет определенное направление, допустим, кто-то там автотранспорт, да, на котором будут доставляться там или улья, или там мед уже там, например, кто-то переработку, кто-то будет финансами заниматься. И первый шаг, который нужно сделать, это создать ассоциацию пчеловодов. После создания этой ассоциации, насколько я знаю, сейчас пока вопрос временно, не то что остановился, в общем, из-за пандемии он немного
затормозился, Приостановился. да, но приостановился. А но пасечников у нас много здесь? их достаточно много, да, ну, скажем так, не очень, но ну, для нашей республики их немало, Охватывает скажем республику. так. Ну, в прошлом году, например, меда было мало, потому что была, пока морозы ударили, потом была засуха, А потом травы практически не мне было. кажется, были еще случаи, что пчелы умирают. Ну, это бывает, скажем так, не ежегодно, но каждый год, как бы, ну, это наблюдается болезнь, социальная везде, болезнь есть бывает, и в России, и у нас, то есть это, скажем так, обычное явление, но они, если вовремя принимать все меры, то есть, то этого можно избежать, конечно. Я к чему говорю, то есть необходимо создавать ассоциацию пчеловодов, которая уже будет выходить на коллег в России, то есть мы в этом им однозначно будем помогать, у нас уже есть в этом направлении и проработки, связь с российскими коллегами. После создания ассоциации, я думаю, что могут объединяться и в кооперативы. Почему нет? Потому что кооперация все-таки везде показывает результат, ну, скажем так, хороший результат. И я думаю, что будущее у нашего пчеловодства должно быть. Вы знаете, Вопрос к Алексею. светлым, Подожди, да. меня интересовал этот Вино, вопрос. да. Да, о вине. Вы тут упомянули сливы. А сливовое вино-то вы будете делать? Нет, сливовое вино мы делать не будем. А яблочное? Это, нет, Сидр. яблочное тоже. Это другие сферы дрожжей. И совместить винное производство и яблочное, ну, это нельзя по технологии и по тому, что у них другие сферы ихних кислот и так далее. И это может пагубно повлиять на винное производство. Нет, ну То другое есть, производство другое открыть. производство есть, открыть, там сливы. Производство на например. другой площадке, как бы пока на данный момент мы не рассматривали это, потому что мы еще этот проект не реализовали до конца и на полную мощь его не развили, Запустили. скажем так, да. И сейчас в данный момент у нас мы поставили вторую линию розлива, будем увеличивать производительность, будем увеличивать рабочие места. Как только мы будем понимать, что этот проект уже раскручен на полную мощность и реализованы все планы, которые мы запланировали по благоустройству, по мощностям, которые мы можем развить на этой площадке, тогда, может быть, мы будем смотреть в другое какое-то направление, ввиду того, что не хватает специалистов, скажем так, да, чтобы охватить какие-то еще моменты, допустим, параллельно взять какой-то еще проект. Поэтому в планах очень, конечно, много, но все это не так быстро, потому что, ну, как бы мы реализуем это все своими силами. При поддержке правительства, конечно, они сильно нам помогают, и Министерство экономики, и Минсельхоз. От них есть помощь всегда, в любое время, никогда не отказывают, всегда поддерживают в каких-то вопросах. Но что касается финансов, мы, в принципе, это все делаем за свои средства, за счет инвесторов. То есть у меня создается впечатление из всего услышанного сегодня вечером, что вам оказывается очень большая поддержка и помощь на развитие сельского хозяйства Республики Южная Осетия. За 2021 год я озвучил все Да. моменты, которые имели место, и это, То есть и на дальше мой это взгляд, все будет на мой поддерживаться. взгляд, это говорит о том, что на сегодняшний день сельскому хозяйству уделяется со стороны руководства серьезное внимание. И я думаю, что и уверен в том, что мы и в дальнейшем также продолжим работать в этом направлении. И вот Алексей важный вопрос затронул касаемо специалистов, да. Хотел его тоже озвучить, потому что, к сожалению, вот мы испытываем вот нехватку в Дефицит. кадрах именно по сельскохозяйственному направлению. У нас нехватка агрономов, нехватка ветеринаров, зоотехников по всем направлениям. А учиться А если платят? Значит, студенты на там? сегодняшний день, да, то есть мы даже, ну, скажем так, вот по ветеринарии, скажу пример, мы связываемся постоянно с теми нашими студентами, которые учатся в вузах Российской Федерации. Сегодня уже один из них, ну, молодой человек, трудоустроен в Цхинвальскую районную ветслужбу. Значит, по другим направлениям тоже, ну, немного, но есть, которые учатся в вузах Российской Федерации. Мы в прошлом году через правительство направили в заявку в Россотрудничество с тем, чтобы на этот год были выделены как раз таки вот целевые места по
сельскохозяйственным специальностям. И надеемся, что все-таки просто нам это очень необходимо, потому что мы через определенное количество лет можем столкнуться просто с тем, что будет некому работать просто именно по этим направлениям. Вы знаете, мне тоже создается впечатление, что то, что Мадина сказала в процессе нашего разговора, что единственный, может быть, один большой недостаток, который мы испытываем в сельском хозяйстве, это мы не умеем радоваться, мы не умеем праздновать, понимаете? Вот собрали урожай, откуда все произошли наши праздники? Откуда они прошли? С Древней Греции, начиная, как говорится, с веселого Дионисия и всего остального тоже. Да? Вот праздновать мы умеем очень хорошо. Нет, мы не умеем праздновать. Вы знаете, как мы празднуем? Мы умеем Зачем ты праздновать. в Древнюю Грецию ушел? Почему? Я А примеры мы? привожу, пример в этом плане. Потому что есть праздник молодого вина. Есть такой праздник? Есть, да? мы его устраиваем каждый год. Кстати, каждый год да. устраивают. А почему это не объединить со всем Министерством сельского хозяйства, с торгово-промышленной палатой, сделать на всю республику праздник? И чтобы весь народ пришел и попробовал свою продукцию, своей земли. Ну. Понимаете? Вот в этом плане. Потому что если вам помощь нужна театра, мы вам поможем. В Ну, этом тут плане. приурочить, Но я к чему говорю, что давайте радоваться жизни и давайте радоваться той продукции, которую мы получаем. Потому что мы озвучиваем, зритель смотрит, а сухие цифры, это вот так, это вот так. Кому это интересно? А вот когда он придет и на самом деле воочию увидит, и мед попробует, и сыр попробует, и попробует яблоко, и еще вином запьет это все, и будет говорить, что это все наше, это все мы производим. Это Даже И действительно если он зеленью захочет- закусит. Да, жить он захочет дальше и сам обрабатывать землю, и посмотрит на все это. Сегодня это роскошь, действительно. Не потому, что это наше родное, а это действительно у нас трава не отравлена. Да, я и вся поэтому продукция, говорю, это вообще, я поэтому говорю. такого нет нигде, ни в как мы Российской должны это Федерации. преподносить? Почему мы не имеем права В этом радоваться году тому, что мы мы имеем? планируем организовать, даст Бог, что все будет хорошо, и там пандемия нас не затормозит, скажем так, и ничто другое, сельскохозяйственную ярмарку. Надеемся, что получится Давайте организовать сделаем его ее. большим праздником. Не Ну, просто ярмарку, а Заранее, праздник. заранее не будем загадывать, там, Ирлан Ефимович, но постараемся. То есть силы, Постараемся. желание, И будет- поддержка чем есть. Самое лучше, главное, чем лучше будет самое праздник, главное. значит урожай был бы Конечно. лучше. Вот урожая без воды не бывает, как вы знаете. Я бы А, кстати, пользу- вот, о да. воде. Вы забыли совсем о том, Да. что у нас еще и... Да. У нас вообще воды на фишка, этот да. год хватает, потому что снег еще не сошел. Нет, погоди. Пожалуйста, Алан, расскажи нам, кстати, вот о воде, которую вы провели в Знарском районе. Насколько Ну, мне там несколько сел как раз вот выступал Лавер. Лавер, да, Джоев. Он в село Ионча в прошлом году растительная вода поступила, а также в приусадебные участки жителей села Овнев тоже поступила. В этом году подведомственное наше учреждение мелиорация уже вот сегодня, уже вот последние дни, оно активно занимается расчисткой Алан, одну растительных минуту. каналов. Я хотела бы попросить у режиссеров, чтобы нам добавили несколько минут, 2-3 минуты, чтобы мы вот ознакомились еще с этим вопросом. Спасибо. В общем, Продолжаем. мелиорация ежегодно занимается вот расчисткой и ремонтом оросительных каналов. На сегодняшний день эта работа ведется очень активными темпами, что с тем, чтобы ориентировочно 15 апреля пустить уже оросительную воду и В этом году. Это значит, уже оросительная вода там есть, Ну, будет. Еще не поступил. будет. Ну, пока занимаемся вот расчисткой Расчисткой. оросительного канала. ГУ «Мелиорация» проводит эти работы и в силу имеющихся средств и возможностей их осуществляет. Ну, надеемся, что успеем. Ну, Спасибо. еще раз повторюсь, цыплят по осени считаем. Мы думаем, что мы соберемся осенью и обсудим день, когда мы будем праздновать День урожая. Что мы уже подвели там итоги. Потому что итоги бывают всегда, особенно сельского хозяйства, когда у тебя стол полон того, что ты А произвел. 31 марта Мана, мы едем в аз Ленигор. том разкаже, наконец на министерство Боховто одай може куха. Кстати, это дорогого стоит. Володя Когда знает. старший, Вот. старший Вот. говорит, Спасибо. Ветсама, Тебя худ узнать. ну, Помирал, пользуясь случаем, Есть давайте завалы. помолимся за наших младших братьев, Орхой. которые сегодня находятся на Фанден. Украине. Вот когда они Орхой. победой Рода- вернутся, рода- мы будем рода- праздновать рода- Это действительно. отдельный большой праздник. И, Это будет день Ама праздника. Да, конечно, конечно. Карун баттан хосм афанде бузник захен мана абune бун نقاوت چی دارید در کوسه چی دارید در ارخای چی دارید در منه شزنجینت سر تراخستی نیرستون و منه کس که بازادی سوتر مکوسه بنتون انچون نیست سواور تکی زغ نقاو فلوت در کوسنج
ما ودون رایداوگم من قوون خجارات سیستما چی در ایتر کوسه مینسل خوزه در ملیاراتسه در آگرو سرویس در تراکتوریست در مکانیزاتور تنیول در بوزنگ ما مختان اخیر دیگه اولش در آرات چستم شمای نبون شوای نه خیشاد خوسی نه پرزیدنت خوسی شمای نقد تکتا خشافنده روز نشود یو ریموت دی بازار ریموت دی بازار نمن گی قوه تراکتوریست بدر کارازا تراکتوری نگی ودی خطا نه تیمبول سافرمانی تکنیکا یوجه دت نالو ورتا 50 گود دت ما توچی راتاب کم скажем yerен уже Удон надежный дородости. Удон надежный дородости. Удон дерн фандактер гусериши техникали чуал возу. Ремонт не база на манге хавш. Большое спасибо, что сегодня пришли, поговорили с вами о сельском хозяйстве, потому что на самом деле продовольственная безопасность это сельское хозяйство. Мир в каждом доме это тоже сельское хозяйство, потому что если ты пришел домой и там не будет хлеба и не будет еды, о чем говорить, о каком мире? Так что спасибо из всего большое. услышанного сегодня все-таки надежды очень большие есть на развитие сельского хозяйства, на свою собственную продукцию, которая будет охватывать не только Республику Южная Осетия, но и далеко за ее пределами. Ну, начнем с в первую очередь республику. Да, начнем с Южной Осетии. Тем более с такой поддержкой, понимаешь, с такой поддержкой руководства республики. Я так думаю, что все будет хорошо. Уважаемые телезрители, спасибо вам большое. До свидания. До свидания.